хотел бы обратиться к оккупантам Украины, которые сегодня еще живые. Тысячи и тысячи ваших собратьев, которые пришли на украинскую землю с оружием, уже мертвы, и еще многие тысячи умрут. Вам не надо быть среди них. Вы можете сдаться, перейти на сторону Украины или просто оставить оружие и идти домой к себе. Обратитесь к любому украинцу, гражданину Украины или бойцу сопротивления, солдатам ВСУ, и они позаботятся о том, чтобы с вами хорошо обошлись. Некоторые страны готовы даже предоставить вам убежище. Поэтому я призываю вас переходить на сторону Украины, на сторону света, на сторону цивилизованного мира. Российская экономика будет уничтожена в ближайшее время. Армия будет разбита в Украине, иншаллах. Поэтому вам нет никакого смысла не возвращаться домой, нету смысла вам и воевать здесь. Украинцы защищают свою землю и будут биться до последнего. Также я хотел бы обратиться к кадыровцам, так называемым, чеченоговорящим существам. Им тоже не следует, я считаю, умирать. У них должно быть, если нет у них совести, то хотя бы чувство самосохранения должно быть у них. Уже сотни из них были уничтожены, и еще многие сотни и тысячи, если они сюда придут, будут уничтожены. Потому что Украине помогает весь цивилизованный мир. Здесь сколько угодно нам будут давать самого современного вооружения, байрактары, стингеры, джавелины и все что угодно, чтобы защищать свою страну. Поэтому я их также призываю переходить на сторону Украины. Здесь даже среди командного состава генералы есть чеченской национальности, о вас позаботятся. Также я призываю всех родных и близких этих людей, своих детей забирать отсюда как можно скорее и делать митинги и требовать, чтобы ваших родных вернули обратно. Это вообще немыслимо, чтобы чеченцы, которые пострадали в несколько геноцидов, получили от России, сегодня были на стороне России. Это ни по религиозным, ни по каким понятиям неприемлемо.